На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Жертвами сталинских репрессий становились лучшие представители абхазского народа. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий 30-40-х годов 20 века. В целях патриотического воспитания после двухлетнего перерыва прошла военно-спортивная игра «Аяйра». Премьера моноспектакля «В лучах». В Русдраме стартовал 42-й театральный сезон. Начнем с международной повестки дня. В Сочи состоялись встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николой Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Самое главное – это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении. Поэтому мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам и очень надеюсь, что продвинемся. Мы всегда исходим из того, что Армения – наш стратегический партнер, союзник, как я уже говорил на встрече с лидерами ОДКБ, с древнейших времен, что называется, и по сей день. Поэтому для нас это все-таки особая ситуация, заявил Владимир Путин на встрече с Николой Пашиняном. Жертвами сталинских репрессий становились лучшие представители абхазского народа. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий 30-40-х годов 20 века. Возложить цветы к памятнику на столичной набережной пришли родственники жертв сталинских репрессий, представители Коммунистической партии Абхазии, президент Абхазии Аслан Бжания и члены Кабинета министров. Подробности у Анастасии Никоновой. На этой фотографии молодые супруги – абхаз Анатолий Вардания и австрийка Вероника фон Белински. Он видный государственный и политический деятель Абхазской республики, соратник главы правительства Нестора Лакоба. Она талантливая переводчица. Судьба сулила им спокойную и счастливую жизнь, но случился 1937 год. Анатолия Вардания репрессируют и вскоре расстреливают. Веронику отправляют в долгую ссылку, а их дочь Ирина, которой было всего 9 месяцев, остается без родителей. Мой отец Анатолий Вардания, он учился в промакадемии имени Сталина. И когда он уже был на последнем курсе, его Нестор Лакоба отозвал его, и он поставил строить дорогу на Рицу. Ему было 27 лет, когда он построил дорогу на Рицу. Оттуда он докладывал уже Нестору Лакоба, что построена дорога на Рицу с щадящими технологиями. Эта дорога до сих пор функционирует. Мало кто знает, кто это строил. 27-летний Анатолий Вардания, который впоследствии был репрессирован. Затем был он председателем горсовета. Вот все вот эти вот строительства городские дома, старый дом правительства, институт имени Горького, ВИЭМ, гостиница Абхазии. Все это под руководством их было построено. Но они не успели гостиницу Абхазии. Папа был репрессирован и в свои неполных 32 года расстрелян. Известно, что только в маленькой многонациональной Абхазии в 1937-1938 годах были репрессированы 2186 человек. Были убиты не только крестьяне, но и молодые представители абхазской интеллигенции, отмечает Ирина Вардания. Убивали всех, и стариков, и даже детей. Уничтожили только что народившуюся абхазскую интеллигенцию, молодую. Это были молодые, красивые, физически красивые, образованные люди. Они все получили образование в Москве. Они приехали строить Абхазию и были все под корень уничтожены. Мы должны передавать своему молодому поколению. Об этом должны говорить в школах, в университете. Дети должны знать, что жили на земле молодые, красивые, умные, образованные абхазы, и которые строили красивую Абхазию, которые верили и были уничтожены в своих неполных 30-35 лет. А мы, те, кто несет какие-то крупицы того времени, мы должны помогать, мы должны объяснять молодым, чтобы они не забыли, чтобы они знали. Вот к памятнику всегда приходят люди, из деревень приходят, молодые, я смотрю, приходят. Это очень хорошо. Жестокий сталинский режим коснулся семьи Марины Лолуа. Ее родной дядя Петр Лолуа в 23 года был репрессирован и позже убит. Его хорошо знали в столице, он был лидером сухумской молодежи, рассказывает племянница репрессированного. Он был студентом Всесоюзного субтропического института. У него осталась дочь в возрасте 7 месяцев.
и его расстреляли. Она продолжает дело отца. То есть обучилась в Супрубийском институте. Дело в том, что он на 5-м курсе, когда учился, он был лидером сухумской молодежи. Институт поручил ему дипломную работу, тему, значит, озеленения парка, центрального парка, ну, бывшего, тогда был парк Сталина. Вот, и он возглавлял эту работу. Он был очень грамотный, коммуникабельный, образованный, интеллигентный. Вот. Ну, естественно, прогрессивные взгляды были. Работал под руководством партийных деятелей Ефрема Эшба. Старшая его сестра узнала, что его забрали в НКВД. И там уже такие деятели сухумские, которые имели возможность проникнуть к этим структурам, они находили какие-то пути, чтобы их освободить. Но это не получалось у них никак. Ну, а потом выяснилось, уже в 1957 году поиски продолжались. И в 1957 году получили ответ, что он реабилитирован. Почтить память жертв сталинских репрессий ежегодно к памятнику на столичной набережной приходят родственники репрессированных, общественность, первые лица государства. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Без вины виноватый. Пик сталинских репрессий пришелся на 30-е и 40-е годы. Их жертвами стали более 7 тысяч жителей Абхазии. В понедельник у Кадорского моста почтили память невинно убиенных. Инициатором этой акции стала журналист Екатерина Бебия. Место проведения акции не случайно. Именно в этих местах массово расстреливали политических заключенных. Основная цель сегодняшней акции – сохранить память и передать ее следующим поколениям. Есть такое место, Баглан. Сейчас на этом, где там хоронили вот этих бедных репрессированных, где расстреливали, там потом при советской власти в 40-е годы обосновали колхозную ферму. Но помню я от отца, когда их провозили, говорит, когда стандартно, все время стабильно, в 3 часа утра. 3 часа закрытые машины проезжали, 3-4 машины, и люди оттуда кричали, говорят, прощай, Родина, прощайте, родители, прощайте, друзья. Но никто из нас не смел даже высунуться в окно, даже просто голоса, потому что все это контролировалось, их сопровождала охрана. Ну, потом более или менее смелые, говорят, молодые мы были, после того, как уже часиков 4, половина 5 раздавалась стрельба. Стреляли, и потом мы подходили, говорят, шли пешком вдоль берега, левого берега, который доходим до этого места. Они расстреливали, засыпали негашенной известью и поливались водой. Ну так, слегка польют и все. И мы не смели подойти, но вот движение вот этой земли, вот этой извести, видно было, люди еще были живые, но они догорали, они горели в этой извести. Вот такой страшной смертью они умирали. Репортаж об акции в нашем эфире во вторник. В нашем эфире стартует цикл из архива Абаза ТВ «Разбитые судьбы». Это история репрессированных в ходе сталинского террора жителях Абхазии. Свидетельство Константина Гунба записано в 2008 году. Первый выпуск цикла смотрите в нашем сегодняшнем эфире. Информация МЧС Абхазии. И снова ДТП со смертельным исходом. 2 человека погибли в результате аварии на республиканской трассе в районе села Кындык, сообщает пресс-служба МЧС. Автомобиль Nissan въехал в дерево и загорелся. В ведомстве уточнили, что сигнал на пульт МЧС поступил в 20:18 в воскресенье. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящий автомобиль. После того, как пожар был ликвидирован, спасатели
Извлекли 2 тела, их доставили в морг Сухума. Как сообщает МВД, невозможность совершения своевременного маневра по траектории следования или остановки вызвана высокой скоростью движения автомобиля. В результате ДТП водитель и его пассажир 1992 года рождения от полученных травм скончались на месте. Между тем, за прошедшую неделю в результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками управления госавтоинспекции МВД и отделов ГАИ выявлено 2232 нарушения правил дорожного движения, из которых 267 за нарушение норм тонирования автостекол. 166 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Основные итоги прошедшей недели в оперативной сводке пресс-службы МВД. Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере вменяется жителю города Сухум Строганову Дмитрию Александровичу 2003 года рождения. Последний задержан в результате проведенных оперативных мероприятий в селе Адзюбжа сотрудниками УР МВД совместно с уголовным розыском Ачимчирского районного отдела внутренних дел. Гражданин хранил при себе 45 грамм каннабиса. Наркотическое средство изъято. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Строганова в соответствии с частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственная группа отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. Дмитрий Строганов заключен под стражу. Аналогичное преступление вменяется Адышба Кириллу Гариковичу 1997 года рождения, у которого сотрудниками УКОН МВД совместно с оперативным составом отдела уголовного розыска ИКП Эльнусера Гудаутского РОВД изъято порядка 4 грамм наркотического средства метадон. В городе Сухум задержан гражданин, незаконно хранивший при себе сильнодействующий наркотик метадон, но уже готовый к употреблению в медицинском шприце. Бердуков Азамат Мухамедович 1992 года рождения был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками первого отдела милиции столичного управления внутренних дел. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса. Бердуков отпущен под подписку о невыезде. При проведении оперативно-профилактических мероприятий в Гудаутском районе был остановлен автомобиль под управлением Догуа Джона Тамазовича 1995 года рождения. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с уголовным розыском районного отдела внутренних дел у данного гражданина изъят незаконно хранимый пистолет системы Макарова с боеприпасами, как впоследствии установлено экспертами, переделанный кустарным способом и захолощенного в боевой, технически исправный и к производству выстрелов пригодный. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении гражданина Догуа группой дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. При осмотре автомобиля Ford Focus за госномерными знаками А688 СО 23 региона под управлением жителя города Гагра Сабо Рустама Юрьевича 1975 года рождения обнаружено изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Автомат Калашникова калибра 7,62 мм с обоймой, содержащей 30 патронов к нему. При дальнейшем обследовании под передним пассажирским сиденьем обнаружена матерчатая сумка, в которой находился переделанный и захолощенного в боевой пистолет модели ПМСХ, снаряженный обоймой с 8 патронами калибра 9 мм, а также вторая обойма с аналогичными боеприпасами. В салоне автомобиля на полу у заднего сиденья обнаружен обрез гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья 16-го калибра, относящегося к категории огнестрельного оружия. Изъятое у гражданина Сабу оружие экспертами признано технически исправным и к производству выстрелов пригодным, а патроны являются боевыми. Последний был задержан в результате проведения профилактических мероприятий в селе Псахара Гагарского района сотрудниками отдела уголовного розыска районного управления внутренних дел. По 2 эпизодам незаконного приобретения, перевозки, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении Рустама Сабу возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.
Лыхнашта. Праздник урожая состоялся на исторической поляне в селе Лыхны в воскресенье 30 октября. Жители всех сел Гудаутского района, а также Нового Афона представили посетителям сезонные сушеные фрукты, овощи, национальные блюда, напитки, предметы абхазского быта, атрибуты национальной одежды и старинную домашнюю утварь. Праздник посетили президент Абхазии Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства. Глава государства поздравил присутствующих с этим знаменательным днем и пожелал народу процветания и благополучия. Репортаж Астанды Оторба с Лыхнашты смотрите в рубрике «Амш Ахтес». В целях патриотического воспитания после двухлетнего перерыва прошла военно-спортивная игра «Аяйра». В ней приняли участие ученики 10-11 классов общеобразовательных школ республики. Игры организованы Министерством просвещения и языковой политики при поддержке Минобороны. Подробности в репортаже Элеоноры Гелаян. Строевая подготовка, подтягивание, разборка и сборка автомата, стрельба из автомата, из лука, бег, перетягивание каната и комбинированная эстафета. Это дисциплины игры «Аяйра» в 2022 году. 2 года игры не проводились из-за пандемии. Теперь же и организаторы, и, главное, сами ребята с радостью и энтузиазмом участвуют в них. Участвуют все сборные команды городов и районов. Эти мероприятия проходят в 2 этапа. Первый этап в районах. Проводятся отборочные соревнования, укомплектуется сборная команда городов и района Абхазии, и эти детишки принимают участие сегодня в финале, в 16-й республиканской военно-спортивной игры «Аяйра». В школах же проходит допризывная подготовка, да? Дети физически будут подготовлены, сборка, разборка автомата, строевая подготовка, стрельба. Они же будут служить. Там они приходят уже подготовленные детишки наши. В соревнованиях принимают участие 8 команд, 7 из районов нашей республики и команда города Сухум. Торжественное открытие на плацу базы в Багмаране прошло в присутствии министра просвещения и языковой политики Инала Габля, в Рио замминистра обороны Давида Бжаня, начальника управления образования районов. Ихидесны гелуют ажафтуим, аррат спорт хумарра, аяйра, артра. Сгугует ехя, уцачтах, я ферпшует агумфера, агуамч. И всех еще зиграб хенергона, агуала казарабзе, агубзера. Сгугует Ахумарача даяет зиграха амчизмо, зиграха игумфё, зиграха изаацо. Вямшфюклайт обзерах за алай. Мы с Министерством просвещения и языковой политики очень долго взаимодействуем, долгое количество времени. Это важно для нас, очень важно, потому что таким образом готовятся молодые военнослужащие уже в школах. Там идет идеологическая подготовка их и настрой на службу в рядах вооруженных сил. Поэтому с этой точки зрения это для нас очень важно, и мы всегда готовы оказать содействие и помощь Министерству просвещения в этом. Опыт говорит, что по результатам этих игр за прошлые годы очень многие дети стали выбирать основной профессией военные специальности. Есть среди участников «Аяйра» подобные мысли и в этом году. Анжела Хастян представляет Гагарский район. В своей команде девушка – капитан. Честно говоря, мне очень нравится военное дело. Я даже, честно говоря, сама хочу, может, поступить на что-то военное. Мне нравится очень спорт, бег. И командовать тоже, честно говоря, очень нравится. Я сама как бы хотела на командира. Соревнования в дисциплинах продлятся несколько дней. Игра «Аяйра» – уникальный пример работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Элеонора Гелаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. Вопросы разработки концепции национального образования, новых методик преподавания абхазского языка в дошкольных образовательных учреждениях и школах республики, а также методологии обучения абхазскому языку детей, не владеющих языком, обсудили в ходе расширенного заседания Комитета Народного собрания по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, которое провел его председатель Инар Сацба. Заседание прошло при участии министра просвещения и языковой политики Инала Габля, его заместителя Ады Кварчеля, специалистов в сфере образования
образования, юристов, Министерство просвещения и языковой политики представило учебно-методический материал по изучению абхазского языка для детей, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях и начальных классах школ. Учебные пособия были разработаны Министерством просвещения и языковой политики, а также образовательными центрами, поддержанными министерством. В ходе заседания также обсуждался проект закона республики об образовании, принятый в первом чтении. В частности, был выработан план дальнейшей работы над данным законопроектом. Открытие курсов повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ республики по истории Абхазии и обществознанию состоялось в Абхазском государственном университете. В них принимают участие более 60 слушателей со всех районов. Лекции читают преподаватели университета и приглашенные специалисты. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки специалистов при АГУ и проходят с 31 октября по 11 ноября. В рамках курсов будут проведены лекции, семинары, мастер-классы, а также экскурсия по историческим местам. Республиканский центр повышения квалификации при Абхазском государственном университете совместно с Министерством просвещения и языковой политики проводит курсы повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ. Сегодня мы проводим это для учителей истории и обществознания. Присутствуют сегодня учителя из всех районов наших школ. Как известно, нынешнее время предъявляет к представителям образовательной сферы высокие требования. И, конечно же, необходимо постоянно совершенствоваться, осваивать новые информационные технологии и программы. Целью наших курсов являются совершенствование компетенции учителя в области изучения истории и обществознания, необходимой для его деятельности, создание широкой теоретической базы, знакомство курсантов с наиболее важными современными методиками преподавания данных предметов и научить их применять на практике. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме оказал помощь в прохождении медицинской реабилитации подопечным благотворительного фонда «Поддержка». Данная помощь оказана в рамках реализации субсидий правительства Москвы, направленной на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом. Подопечные фонда получили уникальную возможность пройти курс интенсивной реабилитации в одном из передовых центров города Москвы, научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Шведовой. Для ребят также были проведены консультации с ведущими московскими неврологами и психиатрами. Дети получили необходимые диагностические процедуры и коррекционные мероприятия. Культура и театр. В культурном центре «Искандера» в Москве открылся мемориальный кабинет писателя Фазиля Искандера, сообщает московская абхазская диаспора. На вечер-презентацию мемориального кабинета 22 октября пришли представители литературной общественности Москвы, литераторы, лично знавшие Фазиля Искандера, члены семьи, представители московской абхазской диаспоры, поклонники его творчества. Вечер был организован и подготовлен руководством культурного центра, библиотеки при участии семьи писателя и активном содействии МАД. Вечер-презентация начался с демонстрации мемориального кабинета, знакомства гостей и участников вечера с его экспонатами, рабочим столом писателя и пишущей машинкой, на которой он печатал свои произведения, с частью его библиотеки, расположившейся в большом шкафу и насчитывающей около 300 книг. Спектакль Абхазского государственного драматического театра «Сария» по пьесе Зарины Кануковой в постановке режиссера, заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун удостоился специального диплома 7-го межрегионального фестиваля адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг» за гражданскую позицию и осмысление прошлого новыми театральными формами. Актриса Абхазского государственного драматического театра Хибла Мукба награждена дипломом в номинации «Лучшая женская роль» за роль рассказчика в спектакле «Сария». Торжественная церемония награждения участников фестиваля прошла в Национальном театре Республики Адыгея. В ней принял участие генеральный директор Абхазского театра Алхас Чалокова.
Ну, а в Русдраме стартовал 42-й театральный сезон. Начался он премьерой моноспектакля «В лучах». В главной роли Ирина Делба, которая рассказывает историю самой известной в мире женщины-ученого Марии Складовской-Кюри. Поставил спектакль режиссер Антон Корнилов. Наши корреспонденты побывали на предпремьерном показе. Впечатлениями делится Марианна Котова. Бога. Не буду благодарить родителей. Ни премьера, ни президент, ни университетское начальство, ни родину, ни одну из них. Не буду выражать необычности ситуации, что я здесь, сейчас. Не буду говорить о женщинах, о явной дискриминации, о нищете. Не буду плакать и не буду радоваться. Не будет триумфа и слез. Я продолжу лекцию на том моменте, на который прервал ее Пьер. О личности Марии Складовской-Кюри, о ее открытиях, о вкладе в науку, но больше о нас с вами, рассказывает Ирина Делба на сцене Русдрама. Одна. На сцене только актриса, свет и грязь, из которой Мария Кюри извлекает новый радиоактивный элемент. А Ирина Делба – самые потаенные наши эмоции, которые мы скрывали даже от самих себя. Это тяжело. И зрителю, и актрисе, которая описала свои ощущения от работы над ролью как тяжелый физический труд. Это для меня большой опыт, какой-то невероятный, огромный, как будто не я поднимаюсь в гору, как будто я поднимаю гору. Уникален в лучах объемом текста. Как говорит директор театра Ираклий Хиндба, такого количества слов нет ни в одном моноспектакле Русдрама. Мы искали пьесу для Иры Делба. Я вот думал, что-то ей надо такое придумать интересное, чтобы она проявила себя в жанре моноспектакля. И как-то вот, нарвавшись на этот материал, мне показалось, что это то, что она может сыграть. Это как-то ей подходит. Даже в чем-то она похожа к чем-то на Марию Кюри. Что-то в ней есть. В ней сочетается интеллектуальность, как в актрисе, и чувственность. Когда вот эти вот это сочетается, значит, она может браться за роли такого масштаба. В лучах спектакль новый. Автор пьесы – современный польский драматург Артур Палыга. Есть еще одна постановка этого произведения в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. И теперь у нас, в Русдраме. Несмотря на то, что спектакль описывает историю начала 20 века, в нем поднимаются самые актуальные вопросы современности. Выиграет ли человечество от познания тайн природы? Достаточно ли оно созрело для того, чтобы извлекать из него пользу? Или же это познание принесет ему вред? В этом отношении очень характерен пример с открытиями Нобеля. Мощные взрывчатые вещества дали возможность производить удивительные работы. Но они же оказываются страшным орудием разрушения в руках преступных властителей, которые вовлекают народы в войны. Я отношусь к числу тех, кто думает, подобно Нобелю, что человечество извлечет из новых открытий больше блага, чем зла. Режиссер спектакля «В лучах» Антон Корнилов. Он известен публике по рассказу «Мула старого Хабуга». Поэтому бывалые зрители должны быть готовы к тому, что в спектакле будут описаны дела давно минувших дней, остро и свежо. Очень-очень много тем поднимается в этой истории. И вот Ираклий сказал актуальных, я бы даже сказал, некоторые из них, к сожалению, злободневных. Мотивы спектакля «В лучах» могут болезненно отзываться в зрителях, потому что до сих пор актуальны. Такие, как, например, вопросы женского равноправия, как будто бы решенные еще несколько десятилетий назад. Накормить ребенка, стирать, подогревать, готовить, пар в глаза. Пар от горячей урановой смолки валит мне прямо в глаза. Я потная и грязная, вся липкая, в глазах искры. Я вселенная, я распадаюсь на атомы. Понимаешь меня, Пьер? Я устала, Пьер. Устала, весь день была ведьмой. Целый год, целых 2, целых 3, целых 4 года я, как ведьма, горела на ярком пламени, пытаясь выловить что-то из жижи, вырвать из небытия. В лучах моноспектакль, но на сцене Ирина Делба не одна. Не менее важную роль играет свет. Свет здесь и спецэффекты, второй персонаж, и даже, наверное, главный герой. Мария Кюри всю жизнь искала свет, там, где его в принципе не должно быть. И там, где все люди думали, что этого света нет. То есть она искала то, чего не существует в принципе. И она искала свет в земле, в грязи. Вот. И еще она так долго искала этот свет, что она сама стала светиться. Мне кажется, это такой красивый образ. И, в принципе, тоже
Тут уже придумывать ничего не нужно. Вот, в принципе, это такой поэтический, красивый образ, что его можно просто взять, изобразить. И этого будет достаточно, чтобы вот смотреть 1,5 часа и любоваться вот этим светом, игрой света и вот поиском вот этого вот света в земле. «Есть только воля», — говорит героиня спектакля, польская девочка, мечтавшая стать сапожником и не верящая в доброго Бога. Первая и одна из 2 женщин-лауреатов Нобелевской премии. Мать, жена. Женщина, поспорившая с действительностью и победившая ее. С одним нужно в конце концов согласиться, что если не я, ни измерительные приборы не ошибаются, а результат моей работы не соответствует действительности, это получается, что ошибается действительность, а не я. Или что действительность – это нечто иное, чем мы предполагали. 1,5 часа Мария Делба в роли Марии Кюри рассказывает нам историю ее жизни. Но история это больше про нас и необходимая нам сегодня, спустя век, после описываемых событий. Потому что прошло 100 лет, а мир не изменился, и мы все те же. Марьяна Котова, Сосрыква Бухава, Абазатова. И снова премьера. 2 ноября в 19:00 на сцене Малого зала Абхазского драматического театра актеры Абхазского государственного молодежного театра представят премьерный показ спектакля «Образы жизни». В постановку входят комедийные скетчи. Спорт. Абхазский боксер Батал Чежа и россиянин Максим Смирнов завершили в ничью поединок за звание серебряного чемпиона России, сообщает Госкомспорт. Поединок проходил в весовой категории до 79 килограммов. Бой, продлившийся 8 раундов, прошел в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Виннер-Усмановой 29 октября. Батал Чежа, обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Пробокс». На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 11 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Абхазские тхэквондисты заняли 16 первых, 5 вторых и 5 третьих мест в ходе фестиваля цветных поясов по тхэквондо ИТФ в Сочи. Всего в турнире приняли участие 30 спортсменов из нашей страны, об этом сообщает Госкомитет по спорту. 3 ноября стартует 10-й юбилейный международный турнир по мини-футболу «Кубок Победы» среди инвалидов-ампутантов, посвященный памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии. Как сообщается на сайте Госкомспорта, в турнире планируется участие 6 команд из Абхазии и России. Это Кемерово, Барнаул, Махачкала, Грозный и Узбекистана. Главный судья, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России, заслуженный тренер республики Ахиллес Маврофиди. Организаторы турнира – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Союз инвалидов России. Юная фигуристка Шарена Гуния в 8 лет выполнила все юношеские разряды. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм. 30 октября 2022 для меня будет памятной датой. Все юношеские разряды выполнены. И вот я в свои 8 перехожу на взрослые спортивные разряды. Совсем недавно это была моя мечта. Цель казалась чем-то далеким и нереальным. И вот я это смогла. Сделала, получила. Но получилось в программе, конечно, не все. Было даже одно падение. Но, несмотря на это, смогла собраться и откатать программу так, чтобы набрать нужные 13 баллов по технике. Набрала даже с запасом 14,59. А общая сумма проката 34,34. Красивое число, правда? Пока что это мой рекорд, написала фигуристка. Спортсменка поблагодарила своего тренера Ольгу Найденову за долгий и кропотливый труд. Сейчас о погоде. Во вторник, 1 ноября, в Абхазии переменная облачность, ночью местами дождь, гроза, днем без осадков. Атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 10 до 15 градусов. Температура морской воды 19 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.